каждым днем число туристов, приезжающих в Грозный, растет. Все больше людей хотят увидеть достопримечательности столицы. Среди них особенно выделяется английский замок. Это не просто исторический памятник, но и символ возрождения города. Английский замок впечатляет своим уникальным архитектурным стилем. Высокие башни, стрельчатые окна и декоративные элементы делают его похожим на настоящую сказочную крепость. Внутри замка хранится множество интересных предметов, связанных с его историей, а также бытом и культурой чеченского народа. На втором этаже здания функционирует ресторан. Экскурсии по этому месту позволяют посетителям погрузиться в атмосферу прошлого. Я приехала из Санкт-Петербурга. Приехала я в Дагестан на отдых, но знакомые мне рекомендовали обязательно посетить город Грозный. Сегодня мы приехали с подругами сюда. Город впечатлил, правда. Он очень красивый, настолько чистый, настолько светлый. И самое главное, что ту энергию, которую получаешь, она настолько приятная и светлая, что я рада, что я сюда приехала, что мы сюда доехали, да. Изначально здание было построено как корпус Грозненского нефтяного научно-исследовательского института. Позже это здание местные жители прозовут английским замком. Здание сильно пострадало во время Первой и Второй чеченской кампаний. Его восстановление и преображение подчеркивает важность сохранения исторического наследия. Это место, где история встречается с современностью. Грозный я езжу с особым чувством, конечно, потому что я здесь родился и жил здесь до военных действий, в частности до 31 декабря 1994-го, и был очевидцем этих событий, а видел, каким Грозным был до, каким это является сейчас, ну и думаю, понимаю, каким он будет дальше. Ну и эти ощущения, как говорится, и эмоции я передаю туристам, рассказываю, объясняю, из первых уст, как говорится. Это новая локация и очень оригинально получилось. Мне нравится, потому что я, кстати, вот говорил туристам об этом, когда мы сюда подходили, я сказал, нечто подобное я видел в Волгограде, дом Павлова, когда Сталинградский тогда еще был, город Сталинград. Но внутри нет, в отличие от замка, внутри там нет экспонатов, картин и прочее, прочее. Видно, что здание укрепили, но внешне очень оригинально получилось, они сохранили его в том же виде, в котором он и был. Грозный, он на слуху. Грозный – это бренд, это история, поэтому Грозный хотят посетить все. Еще одним живописным местом Чеченской Республики является Грозненское море. Сюда каждый год приезжают туристы, чтобы насладиться красивым пейзажем. Также на берегу этого водохранилища располагается большой туристический комплекс, который включает рестораны, гостиницы, игровые и спортивные зоны и многое другое. Сегодня Чеченская Республика – это динамично развивающийся регион с богатой историей, уникальной культурой и разнообразием природных ландшафтов, которые привлекают туристов со всех уголков нашей страны и не только. За последние годы в республике наблюдается рост туристов каждый год на 25-30%. Это связано, я думаю, с тем, что республика и в целом город развивается каждый день. И если взять за статистику за последний год, у нас на 420 тысяч человек больше, чем если условно сравнить с цифрами, которые были в 5 лет назад. Есть такой маршрут, разрабатывается, так скажем, но он будет готов через некоторое время, то есть когда вот этот маршрут связан с проспектом Владимира Владимировича Путина, который у нас строится на данный момент. Я думаю, маршрут будет сам по себе очень интересным, так как локацию уже видели все давным-давно на видео, на макетах, которые предоставляют нам строительные компании. Вот. В первую очередь будет разработан маршрут, который будет показывать вот этот проспект. Там будут 2 мечети. Еще важным шагом развития туризма является открытие 5-звездочного отеля в этом месте, который, я также думаю, поможет для роста туризма Чеченской Республики. Также большой популярностью среди туристов пользуется смотровая площадка Грозный-Сити. Отсюда открывается невероятный вид на город. Добраться до смотровой площадки несложно. Она расположена в самом центре Грозного, недалеко от центральной площади столицы. Мы приехали из Тулы и увидели ваши прекрасные места. Лучше города я не видела, честно скажу. Здесь очень красиво, чисто, добрые люди. В принципе, мы не всей семьей приехали, но мы приедем еще раз.
Мы будем навещать вас чаще. Здесь очень классно, прекрасно. Мы на смотровой площадке себя почувствовали вот какими-то свободными. Не знаю, как передать все свои эмоции. Классно. Мы прошли по центру и смотровую вот площадку поднялись. Мы только начали, но я уже влюбилась в этот город. Очень классно. Просто красивый город. Даже не верится вот то, что вот вы, мне рассказывают, то, что этот город был развален. Нет, мне кажется, здесь годами вот это строится, и до сих пор это все строится. Классно, все очень хорошо, очень чисто и приятно. Впечатление очень чисто, много красивых зданий в центре. То есть вот мечеть мне очень понравилась в стамбульском стиле, прям очень красивая. Грозный Сити очень красиво все построили. Вот. В целом очень приятное впечатление. Я думаю, что однозначно стоит посетить, чтобы посмотреть на Россию в разных ее частях и колоритах. И в частности одна из таких действительно колоритных частей – это Чечня. Мы в Грозном впервые. Первые впечатления, самые такие хорошие, интересные, взрывные. Вот. Конечно, масштабы, конечно, местами помпезность. Хочется, чтобы оставалось побольше таких чистых мест, аккуратных, чтобы ваши жители берегли эту чистоту и красоту, поддерживали ее. И очень хочется побольше оазисов зеленых во всем городе Грозном. Вот. Но мы надеемся еще вернуться сюда. Вообще очень понравилось. И вообще, собственно говоря, замечательно, что город Грозный принял нас прекрасной погодой, потому что мы выезжали сегодня из Дагестана. И погодка так себе была не очень. Всем желаю мирного неба над головой, конечно же, всем здоровья. И дай Бог нам всем всего самого наилучшего. Спасибо большое. Министерство Чеченской Республики по туризму активно работает над привлечением туристов в регион, предлагая уникальные маршруты и мероприятия, способные заинтересовать даже самого искушенного путешественника. В первую очередь людей интересует наша архитектура и стиль нашего города. Очень нравится нашим туристам, что город очень чистый и ухоженный. И очень интересное, мне кажется, замечание, то, что чеченская культура, она не в концертных залах, она в быту. То есть наша культура, она проявляется именно в быту, то, как люди ведут себя на улице, отношения между людьми. И это очень нравится нашим туристам, и они, соответственно, очень любят, общаясь с местным населением, обретать новые знакомства и обретать новых друзей. Грозный привлекает туристов своей историей, культурой и гостеприимством местных жителей. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, будь то посещение мечети сердца Чечни, прогулка по центральным улицам города или дегустация национальной кухни.